Если вы любите смотреть вдаль в прямом и переносном смыслах этого слова, то лучшего места вам не найти во всем Татарстане. Мы находимся с вами в Камском устье, в месте слияния двух великих русских рек – Волги и Камы. И наш сегодняшний рассказ мы начинаем именно здесь. Во-первых, потому что именно здесь, в эту самую воду, когда-то и был пущен первый пробный камень, который дал круги тому явлению, о котором мы и будем сегодня говорить. Ну и во-вторых, как мы уже сказали, и как мы неоднократно сегодня повторим, смотреть вдаль, на дальние, какие-то совсем недоступные берега можно и с ощущением абсолютного счастья. Можно, открывая в себе не только такое понятие, такое новое понятие, как внутренний туризм, но и такое тоже может быть для многих из нас новое понятие, как наш собственный внутренний мир. Мы с 2018 года занимаемся развитием внутреннего туризма в Камском устье. Поняли одну вещь, что в сезон не хватает посадочных мест, так скажем, а людей прибывает все больше и больше. Мы это чувствуем с каждым годом. Природа сделала 90% за нас уже. Нам просто нужно немножко создать инфраструктуру для людей. И, в принципе, действительно в Камском устье есть и море, и пещеры, и горы. Не надо куда-то далеко ездить, всего 1,5 часа от города Казани, и можно наслаждаться красотой. Этот необычный палаточный лагерь на высоком живописном берегу Волги появился ровно год тому назад. За этот год он работал лишь несколько теплых месяцев, и пока ту уже готовую инфраструктуру, которую создали тут предприниматели из Казани и Камского устья, можно было бы назвать словом «кемпинг». Но не будем спешить с ярлыками. Посмотрим поближе. Все очень просто, да? Минимализм, самый минимализм у нас здесь есть. Самый минимализм есть кроватка, так скажем. Ой, надо зайти. Пару стульев, и также можно посидеть вот на терраске, утром встречать рассвет. Милое дело, солнце встает как раз напротив наших палаток. Буквальная концепция рая в шалаше за 2500 рублей в сутки. Все эти минимальные, но все же значительные удобства, конечно, созданы не гостями, они созданы хозяевами. Людям этого уже, в принципе, для отдыха достаточно. Постель есть, постельное белье есть. Постельное чистое белье мы предоставляем, также полотенца, питьевая вода. Люди, некоторые даже, которые к нам приезжают, которые объездили весь мир, можно сказать, они говорят, мы соскучились вот по такому, вот то, что просто выехать на природу и спокойно посидеть, где вы уже, то есть не нужно ничего делать. У нас все здесь есть для отдыха, по большому счету. А людям не хватает природы, то есть устают от городского вот этого шума, от суеты вот этой городской, сюда приезжают, просто наслаждаются красотой и тишиной. Это уже не кемпинг в традиционном нашем отечественном понимании этого слова, когда каждый приезжает в отведенные места отдыха со своим и рассчитывает лишь на мангал, печку, столики да лавки общего пользования. Это кемпинг именно в евроамериканском стиле. Мобильные домики различной вместимости и комфорта, охрана, магазины, кафе, экскурсии – все это в полном объеме когда-то будет и здесь. Когда-то, возможно, уже современный кемпинг середины Волги получит новое название – глэмпинг или гламурный, то есть более комфортабельный кемпинг, как говорят теперь во всем мире. Минимум, что нужно для этого сделать – построить то, что будет работать круглый год. Именно этим сейчас и заняты будущие глэмпильеры. Завершается строительство 12 модульных домов
на семью в 3-4 человека. И вот это вы уже называете глэмпинг. А это уже будущий глэмпинг наш, да, то есть глэмпинг это как раз-таки вот уже какой-то гламур, с гламурным, с повышенным удобствами, так скажем. Да, это у нас модульный дом, маленький дом. Тут у нас будет санузел, будут все удобства, ну, как полноценно в любом доме. Встроенный унитаз, душ, горячая вода, бойлер с горячей водой. И он теплый, конечно, самое главное. Обязательно. Это дом, конечно, для постоянного проживания. Постоянное проживание с видом на воду. У нас тут панорамные окна. За домом мы планируем посадить кустарники. Там у нас будет небольшая зеленая зона, зона барбекю. Почему ее делаем за домом? Чтобы немножко спрятаться от солнца. Здесь у нас солнечные программы, здесь, возможно, будут шезлонги. И зимой, и летом Камское устье готово предложить своим гостям вполне гламурный, то есть вполне самый очаровательный в республике отдых с лучшими видами и активностями из имеющихся. Их более 100, но самое новое и самое гламурное – вот это. Единственный на всю республику виноградник. Более 100 сортов винограда на 5 гектарах земли. Плюс клубника, малина, ежевика, которые тоже выращиваются здесь. Плюс столь подходящие к местному вину из местного винограда мягкие сыры местного же сыроваренного завода. Все продается в этой Татарскане, поэтому отбоя от посетителей нет уже давно. Экскурсии сюда тоже предусмотрены проектом. У нас происходит вот в этом помещении дегустация, где угощаем людей не только виноградом и ежевикой, также местной продукцией, сыры, камамбер, мед. Это все произведено в Камско-Устинском районе. И все натуральное. То есть здесь абсолютно нет никакой химии, ничего. Вся натуральная продукция. Люди теперь уже приезжают в Камское устье не только насладиться красотой, той природы, которая дана Камскому устью, но есть еще продукция, которая действительно, на мой взгляд, очень достойная. Все это рядом с Казанью, недалеко, в 1,5 часах езды. Послевкусие долгое. Именно здесь начинаешь понимать, что сочетать саперави с камамбером можно и за ближайшим бугром. Что сочетать отдых с удобствами можно тоже на родном берегу, в особенности, если берега дальние не становятся ближе в последние годы. Татарстану в эти годы различных изоляций пришлось отряхнуть плесень со своих старых представлений о загородном отдыхе его жителей. Выяснилось, что предложение просто отсутствует. 10 мест в объектах отдыха на природе, а это имеющиеся объекты разного уровня комфорта, среди них и старые полузаброшенные базы отдыха. Так вот, 10 мест приходится на 10 тысяч жителей в Казанской агломерации и 20 таких мест в агломерации Камской. То есть ничего. Так начиналась стратегия развития природного загородного туризма. Была создана дирекция по развитию природных территорий и экотуризма. Именно она и занимается сейчас поддержкой таких инициатив, как вот это в Камском устье. Первый глэмпинг в России официально открылся в 2016 году, он был один на тот момент. Сейчас таких объектов уже порядка 350 по стране. Собственно, у нас их сейчас порядка 14. Это мы берем и глэмпинги, эко-отели, и современные новые форматы бас-отдыха. Опять-таки, там в 2016-2017 это был 1-2 объекта. Собственно, в этом году ждем новые. И уже открывается в этом году. Мы занимаемся поддержкой предпринимателей, сопровождением их проектов. Рынок новый, поэтому интерес к нему есть. Да, это определенный хайп, безусловно, по стране идет в этом направлении. Поэтому очень важно разобраться прежде всего, что это за бизнес такой. Это мы объясняем на первых встречах, когда предприниматели приходят к нам. Откуда это взялось на самом деле? От очень простой задачи.
что мы хотели сделать все наши природные ресурсы республики, все наши красивые природные территории доступными для людей. Но не только за счет государственных инвестиций, когда приходит государство и вкладывает средства в объекты, например, благоустройства или что-то там возводит, какую-то инфраструктуру, а за счет и предпринимательской инициативы, так, чтобы была возможность оставаться здесь с ночевой. Потому что понятие рекреации, она не возникнет только от однодневного пребывания. Когда ты живешь на природе, когда ты здесь останавливаешься, у тебя есть возможность получить то самое оздоровление, углубиться в себя, познать и исследовать природу, ее созерцать, находиться здесь, оздоравливаться. Но грубо, все мы очень много в Татарстане работаем, мы все действительно большие трудоголики, вся наша республика, но мы должны иметь возможность отдыхать у себя в своем же регионе, не уезжая за пределы, не тратя на это очень много средств. Деньги при желании можно потратить любые. На то они и глэмпинги. В Татарстане теперь есть разные предложения на разные кошельки. Урман Кэмп в 50 километрах от Казани в Зеленодольском районе глэмпинг просто хрестоматийный. Тихий, тишайший отдых на природе в лесу. Домики подороже работают круглый год, домики подешевле, такие как вот этот сафари-тент, с мая по октябрь. Здесь у нас отельные кровати уровня 5 звезд, да, белоснежное постельное белье, полотенца, халаты, матрас, кстати, с одной стороны мягкий, с другой жесткий, то есть максимальный комфорт. Гости, которые впервые попадают в глэмпинг, первый самый вопрос, не холодно ли, не замерзнем ли, да? Мы это тоже заморочились. Во-первых, есть обогреватель, а во-вторых, есть подогрев кровати. Кровати? Да, тут такие накидки, которые подогреваются, то есть как в машине регулируется 1, 2, 3, и холодно не будет вообще, никак. Круглогодичные домики А-фрейм, то есть треугольные домики, самое ходовое и самое популярное, что только можно встретить сегодня в новых загородных апартаментах на природе. Во внутренний мир этих типовых строений, впрочем, каждый владелец глэмпинга вкладывает что-то свое, душу, одним словом. Вот каждая деталь тут вот с любовью, например, тот же, да, виниловый проигрыватель. Видели, да. Мы в каждом доме поставили, чтобы создать атмосферу, вытащить людей из вот этой городской суеты. То есть задача моя какая? Чтобы люди приехали, не пользовались максимально там гаджетами, телефонами и так далее, чтобы послушали птичек, там, размякли в чане, пожгли дрова, да, возле камина, посидели в кресле качалки, послушали вот винил. Он же такой ламповый получается. Работающий? Да, конечно, у нас в каждом доме стоит. А это именно фурак. Это кедровая купель. Такие с сиденьками даже, да? Да. А то нам сказали, здесь можно часами сидеть. Я подумал, зачем это? Действительно. Скажу, какой эффект, да, то есть здесь печь, вода нагревается до температуры там 40-45 градусов, сидеть можно долго, в отличие от бани, в бане голова греется и хочется быстрее выбежать, а в чане ты сидишь, свежим воздухом дышишь. Мы первый год очень переживали, что у нас мало развлечений там. Да, нет культур-программ, у нас есть баня, там, велосипеды мы привезли. И боялись, что людям будет не хватать. А мы смотрим, люди заезжают и пропадают. Все. То есть они там вышли все на террасу, в чан, еще куда-то. И просто отдыхают. Хотел вот показать в ванной комнате, да, тут тоже слэпка рогача, каменные раковины. И вместо зеркала в стене мы сделали окно в лес, да, чтобы люди утром, умываясь, смотрели не на себя, а на березовую рощу. Это окно и в собственный внутренний мир. А что еще делать в таком глэмпинге? Ничего. Это лучшее решение. Ничего не делать. Для того он и создан. Есть баня, кафе,
Этот отдых на природе – непривычная нам походная жизнь с разведением костра и мытьем посуды в речке. И нет, конечно, ничего плохого ни в том, ни в другом. Несомненно, только одно – у каждого должен быть выбор. Я делал это именно исключительно ради того, чтобы было место, куда захотелось бы приезжать не только мне, друзьям, людям. И вообще моя цель была, чтобы к нам приезжали со всего мира. И это удалось. Со всего мира? Да, да. Ну, например? Ну, были с Америки, с Европы, с Южной Африки. В этот год очень с Казахстана много, видимо, рядом, там можно и на машине. И очень много гостей. Например, вот позавчера не было гостей из Казани, все были с приезжей. Там Уфа, Челябинск, Пермь, Ижевск, Москва, Питер. Республиканские глэмпинги действительно очень популярны сегодня в России, где, как мы уже говорили, их всего-то 350 на всю страну. Но большая часть гостей все же из Татарстана. И цель была именно такая. Мы прежде всего делаем для жителей. По одной простой причине. Если хорошо нашим местным жителям, всегда будет хорошо туристам. Вот это, наверное, про всю политику Татарстана, можно так сказать, там, и про, не буду говорить там за стратегию общественных пространств или там других направлений, но это вот директива такая, да, мы все делаем для повышения качества жизни местного населения. И точно знаем, что если хорошо людям, мы сами с вами также, да, путешествуя где-то, мы видим, пользуются этим местные или нет, популярно это среди местных жителей или нет, так же, как и выбираем рестораны или какие-то направления. И здесь такой же принцип. И чуть позже это станет супер важным, когда мы будем делать загрузку с внешней среды. Сейчас бы нам своих бы местных жителей обеспечить этими местами. Люди подумали, а может быть есть что-то в России красивое. У меня очень много есть путешественников, которые до пандемии объездили 60-70 стран. Ну вот такое вот у них любимое такое число, объездить 60-70 стран. И насколько было их удивление, когда они во время пандемии начали кататься по нашим городам, они в шоке были от того, что здесь тоже красиво, оказывается. То есть они даже не знали об этом. Путешественники заядлые. Большой комплекс для загородного отдыха Утрау, остров Татарского в 25 километрах от Казани в том же Зеленодольском районе, тоже можно называть глэмпингом. Но он, кажется, уже перерос это название, причем в прямом смысле. Хит сезона – самый высокий в Европе комфортабельный домик на дереве расположен именно здесь. 6 метров над землей. Есть лишь маленькое окно в сутках, когда он пустует. Поэтому поторопимся и заглянем внутрь. Здесь у нас вот санузел, душевая при входе и, собственно, такое сердце домика, да, своеобразная такая, своеобразный холл, где вот люди сидят, отсюда же поднимаются. У нас наверху есть вот эта вот большая библиотека, которая наполняется гостями. Люди приходят, здесь садятся, там есть читальный такой вот зал, небольшой такой. Наверху, собственно, окошко, которое полностью прозрачное. Ну и вот то самое дерево, про которое я говорил. Вот оно, да, оно внутри. Его видно. Так как это все-таки относится к лесу и, собственно, принадлежит государству, оно находится на улице сейчас и там, собственно, питается чем нужно, находится там на улице. Дождь идет здесь, кстати, вот прям, если посмотреть в окно, или снег, например, идет, когда он здесь проходит. Да-да-да, это самое... Этим мы отличаемся, на самом деле, от всех вообще домиков на дереве, которые есть. Обычно их просто оставляют внутри, и это такая своеобразная фишка. Он находится на 4 сваях, и, собственно, так как находится на высоте, он так или иначе все равно чуть-чуть, как и любой отчасти небоскреб, он тоже чуть-чуть шатается. Здесь это явно ощущается, не сильно прям, но ощущается небольшая качка такая, которая... Спать хорошо. Да, спать вообще мне очень нравится. То есть вот ложишься, сразу вырубает, и никаких вообще вопросов. В общем-то, домик оснащен всеми, так скажем, показателями 4-звездочного номера. То есть все у нас от сейфа, холодильника до, там, я не знаю, воды, то есть полотенца, все в предостатке здесь, в общем. То есть это халаты даже есть.
Далеко не все едут сюда за острыми ощущениями. И в этом настоящем комплексе для отдыха, который владелец называет загородным клубом, есть аж 5 других видов домов. От небольших до почти гигантских. Если домик на дереве обойдется от 18 до 35 тысяч, в зависимости от дня недели и времени года, то вот такие небольшие бунгало на берегу залива в 12-13 тысяч. Но здесь хотелось, чтобы вот природу видно было, чтобы деревья, чтобы птички пели, чтобы Волга видна была. Плюс еще вдобавок вот мы сделали такую интересную конструкцию. Это сетчатый такой балкон. Он очень крепкий, выдерживает 350 килограмм. И здесь отсюда есть выход на уличный балкон. То есть там тоже есть сетка, да. Здесь есть большой телевизор с интернетом, с высокоскоростным. Вот. И, собственно, санузел, душевая тоже. Санузел, душевая, даже в таком небольшом, да, домике. Все уместили, да. Несмотря на то, что это не капитальное строение, мы добились результата того, что они сохраняют хорошо тепло. Конечно, это стоило немало итераций. Мы переделывали и пришли к какому-то своему такому консенсусу. Когда здесь печка еще топится, то вообще жара. Ну, то есть зимой, если. 8 гектаров земли, 70 человек персонала и, возможно, самый широкий выбор, который есть у гостей. Спа-центры, банные комплексы, открытый бассейн, ресторан, разнообразные активности для детей и для взрослых тоже. Кажется, какая-то сборная солянка, немного ли? Но все учтено гламурным ураганом. Коммерция в самом начале была процентов 20-30. Просто и душа была вложена на 70-80% в этот проект. И это принесло именно такой результат, что в конечном счете сейчас это очень прибыльный проект. И, конечно, первое, что мы начинаем делать, это смотреть в суть концепции. Мы понимаем, в каком районе и сколько предпринимателей какую концепцию создают. И когда они приходят с одними и теми же, например, конструкциями А-фрейм или с одной и той же идеей «мы хотим рыбную ферму», мы говорим: ребят, вот посмотрите, сейчас в этом районе 6 предпринимателей создают рыбную ферму. Вы будете 7-м. Нет уникального УТП, нет той идеи, той вот этой big idea, да, какой-то большой, ради чего люди поедут, потому что ради конструкции никто не едет. Ты не удивишь никого домом А-фрейм или чем-то еще, да, едут за атмосферой, едут за продуктом. Она такая разная, наша природа. И, конечно, если мы хотим атмосферы и продукта, нам совершенно не обязательно ограничиваться пригородными лесами больших городов. Ведь иногда хочется не просто на природу, а в деревню, к тетке, в глушь, подальше. И даже преодолев расстояние в 350 километров, можно не покинуть пределы республики и зону комфорта. Здесь, в приграничном Бавлинском районе Татарстана, можно будет вскоре сочетать комфорт со всеми прелестями сельской жизни. Ну вот, что вы сделали. Вот то, что мы сейчас с вами увидим, это тот самый, как мы говорим, глэмпинг? Или как-то вы иначе это Можно называете? сказать, и глэмпинг, да, потому что люди сюда приедут на своих машинах, отдохнуть, посмотреть природу. Всего этого не было Вообще здесь ничего этого не было. 4 года назад. Да, 4 года здесь вот был бурьян, я выкупил этот участок и начал строить. На входных воротах того комплекса, что мы видим в деревне Васильевка в 15 километрах от Бавлов, никогда, конечно, не напишут слово «глэмпинг». Скорее, гостевой дом. Гостевой дом семьи Гафуровых. Но владелец 4 долгих года строит здесь именно место повышенной комфортности. Строит так, что не отличишь настоящее от прошлого. Вы знаете, мы когда приехали, я не сразу понял, что всего этого никогда не было. Вы так это все как-то сделали, как будто вот так и должно быть. Как будто это вечно Я уж про стоит. эту курицу не говорю, которая здесь так прекрасно Вот, вписывается. пожалуйста, вот, чтобы уже ветер сюда, ну, в смысле, снег не попадал, глина. Вот это же из прутьев просто. Да, и вовы, и эти, орешник. Раньше так и было же все. Откроем маленький секрет. Здесь вообще все новодел. Но сказать, что тут нет ничего исторического, тоже никак нельзя. Это Чурка-дом. Чурка-дом. Да, здесь стоял старый дом, когда я выкупил. Этот дом я попилил на чурке. Глина, солома и вот чурки.
4 года потрачены на скрупулезное создание именно атмосферы прошлого со всеми удобствами настоящего. Что такое сельский туризм в 22 году 21 века, да? Ну, здесь у вас ремонт еще идет. Да, здесь идет, я уже вот отделку делаю. Здесь уже отделка идет. Вот эта печка Это была? рабочая печь. Нет, здесь вообще ничего не Вы было. сделали? Это сам Ну вот сложил. опять же, как будто она 100 лет тут стоит, эта печка. Ну, она еще не побелена, она в черновом варианте стоит, потому что еще побелка будет, да. Вот обычная печь, обычная русская печь. Вот, пожалуйста, палате, здесь спать. В палате ну, конечно, спать на печке, да. А вот это что? Вот это отдохнуть? Это кровать. У татар это называется сяке. Ух ты. Здесь и ели, и пили, и спали. Весь комплекс будет открыт, конечно, круглый год. Домики максимум на 5 человек по цене средней гостиницы среднего российского города. Можно, опять же, ничего не делать. Будет кафе, баня и остальные прелести сельского быта. Прелесть номер 1 – сеновал. И потом это сено-то не сеянное, это луговое сено. Здесь и чебрец, здесь и ягодные листья, здесь все здесь, и зверобой, здесь все вот такое. Если понимать глэмпинг как нечто романтическое, то вот это, наверное, самое интимное, самое романтическое место. Фотосессия здесь точно будет. На село, конечно, затем и едут, а в планах у Шамиля Гафурова именно это – полное погружение в настоящее. Да-да, не в прошлое все-таки, а в настоящее, как синоним чего-то подлинного и правильного. Да где вообще сейчас увидишь что-то настоящее? Наверное, так. Ты к нам идешь? Да, Это ласточка, да? Ласточка, да, ласточка. Настоящая ласточка. Ласточка. Не какая-нибудь искусственная. Мы же у нас еще идея такая есть, чтобы научить людей в печке готовить. Ну, за 2 дня мы, допустим, можем уже какие-то основы дать. То есть это все-таки путешествие вглубь веков? Да. Это не и совсем практически. туризм. Туризм это как-то по верхам, так Да, немножко. проскочил быстренько, посмотрел, уехал. А у нас нет, какой-то практический опыт будет. Ну, вот с лошадьми возиться, пожалуйста. Вот я никогда не стремилась за границу. Мне интересен наш край, мне интересен вот наша Россия. Вот, не знаю, вот я по душе сама такая. Я выезжаю, да, люблю, я большие города люблю, выехала, отдохнула, но я всегда приезжаю сюда, и мне нужно, молоко должно быть свое, хлеб должен быть свой, максимально продукты должны быть свои, чтобы мы не болели. Не были мы ни на каких Таити. Нас и здесь неплохо кормят. Да. В 7 километрах от Бавлов, прямо в деревне Исергапово, вырос в этом году еще один кемпинг в евроамериканском стиле. Житель деревни Зульфия Латипова создала тут нечто не капитальное, но очень основательное. Эти все домики – это гостевые домики. Я вижу, что они не круглогодичные пока такие, Нет, да? нет, это у нас здесь, все-таки здесь у нас тестовые, мы пробуем. Вы начинаете? И мы только, начинаем только, мы тестовый вариант, я считаю, потому что планы на самом деле очень громоздкие, очень большие, но мы решили начать с маленького. Да? Ну, фактически мы видим кровать, ну а что еще нужно людям, да? Наверное, если захочется каких-то удобств, скажем так, другого порядка, то они тут тоже у вас есть, да? Есть санитарный блок. Отдельный? Отдельный, у каждого домика отдельный санитарный блок, там, где будет, там есть душевая, санузел, умывалка с горячей водой. Это как бы не квартира получается, Это не конечно, квартира. и кухни здесь нету, Да. но где-то, наверное, можно будет Есть, здесь? конечно, Общее? конечно. У нас есть общий зал, беседка Там отдельная. готовить можно? Там готовить можно заказать. Но вообще-то у нас предусмотрено с завтраком. Глэмпинг это или нет? Пока нет. Но это не единственный клочок земли, на который пришел новый хозяин. Зульфия уже в следующем году построит и теплые дома с еще большим уровнем комфорта.
Представляете, глэмпинг в деревне. Что скажут местные? Наверное, это не важно. Важно, что скажут 2, 3 и 4 местные, которым, кстати, вряд ли захочется пассивного отдыха. Зульфия весьма активная хозяйка, а людям только того и нужно. Экскурсионная программа, они уже для них готовы. Порядка 6-8 видов Речки, экскурсий. леса, Речка, сплав, грибы, лес, ягоды. грибы, экскурсии по холмам. Показать людям наши места, наш край, рассказать, чтобы дать им здесь отдохнуть, что у нас тоже можно отдыхать. Хорошо смотреть вдаль, если стоишь на прочном берегу и понимаешь перспективы. Все те люди, которые стараются открыть для нас нечто запредельно близкое, люди со своими мечтами и идеалами. Кемпинг, глэмпинг – это просто слова, которые мы используем при создании чего-то нового, своего. Мы копируем, мы создаем известное качество, а не количество, но мы во всем и всегда ищем личную глубину погружения. Даже маленький палаточный городок на берегу Великой Русской реки имеет великие планы. У нас амбиции очень такие большие. Мы хотим здесь сделать все палаточные лагеря, то есть для корпоративов, для детей. А также в планах сделать площадку для автодомов. Это тоже сейчас набирает популярность. То есть люди звонят и спрашивают, можем мы к вам приедем со своим домиком. Мы хотим сделать такое место, такое, чтобы на любого туриста была своя зона. Кто-то хочет уединиться, пожалуйста. Кто-то хочет в компании отдохнуть, пожалуйста. Кто-то хочет на машине приехать, отдохнуть со своим домиком, пожалуйста. Наверное, мы где-то стоим у истоков, возможно, маленького города, маленького соседнего городочка, где будет, ну, как у нас один человек говорил, у вас скоро и своя полиция тут появится. Ну, наверное, будет некий устав маленького города, где будут свои порядки, свои правила, и будем ждать своих гостей, своих миролюбивых жителей, кому наши идеи тоже будут понятны. Хочется, чтобы о нашем районе слышали и знали многие. То, что здесь есть такая красота, и не обязательно уезжать куда-то за границу. Есть, знаете, большая проблема, которую мы тоже сейчас стараемся решать, то, что мы сами не знаем, что есть вокруг нас и недалеко от нас. Я теперь понимаю, почему внутренний называется туризм. Потому что он что-то внутри все-таки задевает. Начинаешь уже думать, а что внутри тебя, а как все устроено. Это же не про строение, а про внутренний мир. Мы возвращаемся к родным берегам и возвращаемся к себе. Не обязательно оставаться в прошлом, чтобы погрузиться во что-то настоящее. Не обязательно смотреть вдаль, чтобы воображать себе новые горизонты. Не кто-нибудь станет богаче. Богаче будет наш собственный, внутренний мир. И это настоящее открытие.